Я могу сама выбирать, сегодня я работаю из дома, либо сегодня работаю из офиса. И это круто. На втором курсе я поняла, что что экономика это не мое, что в экономике нет на самом деле математики, точнее в том виде, в котором я себя представляла, наверное. И больше на самом деле очень мы изучали много теории, и я поняла, что просто это больше гуманитарное направление, чем естественно-научное. Ну, в университете, пока я училась, друзья мне предлагают, давай ты будешь нашим менеджером, у нас будет IT-стартап, мы будем делать IT-продукты на заказ, может быть, свои, ты будешь нашим менеджером, будешь с заказчиком общаться, будешь там нас продвигать. Ну, мы так и ничего не запустили, но вот этот сама инициатива, само желание что-то попробовать, с этого момента и началось. Окончив универ, вот я получила в июне диплом, и вот в начале июня я вижу на Фейсбуке, я листаю Фейсбук и вижу о том, что объявляется набор на программу программа Райндар, в которой круглый год, ну, точнее в течение 9 месяцев обучают бесплатно программированию. И просто нужно пройти конкурс. Там конкурс в 3 этапа. Я такая, ну ладно, попробую, ну, мне это ничего не стоит. Первые 2 месяца все получалось классно, все так получаешь удовольствие. И вот 3-4 месяц, когда мы изучаем уже языки программирования, до этого мы там верстка, такие легкие задачки, а потом уже сам язык программирования, что-то сложнее, и вот наступает волна вниз, да, то есть нет больше желания заниматься. Но потихоньку, плавно все начало получаться, и нам учитель тоже говорил, вы не волнуйтесь, если сейчас не получается, вы со временем поймете, главное должно осесть в голове. Прошла стажировку, и меня спустя 2 месяца пригласили работать в компании. В октябре я начала работать в этой же компании Zensoft как разработчик, как джуниор-разработчик. Меня определили в один проект, американский проект. Мы делаем софт для стоматологических клиник, чтобы врачам было удобно вести весь процесс принимания клиента, то есть пациента, и полностью вот весь цикл, получается, работы клиники у нас в софте, да, то есть облегчается. Мы до сих пор работаем, софт он все еще в разработке, не на поддержке, мы разрабатываем новые фичи, добавляем. И им уже пользуются клиники, то есть прям тем, что мы разработали, пользуются клиники, и врачи работают с этим софтом. Люди готовы помогать, потому что понимают, что все когда-то были новичками. Даже самый крутой IT-специалист был новичком и помнит себя, и старается помогать. И это очень хорошо.